Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире Якутия Лайф, эксперты о главном. В этой программе мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем актуальные темы, которые волнуют жителей нашей республики. С вами Ирина Ефимова. Наука – двигатель прогресса, с этим трудно поспорить. Цитируя классиков, ключом ко всякой науке является вопросительный знак. В наш век глобального потребления информационных технологий, синергии, перед наукой в целом появилось немало новых вопросительных знаков. Тема нашей сегодняшней программы – научно-образовательные центры. Оплот знаний или ответ на вызовы 21 века? Современной российской науке есть чем гордиться. Создание первой в мире вакцины от смертельно опасного коронавируса, раскрытие загадок мельчайших частиц нейтрино, прорывы в исследовании человеческого мозга, новые способы лечения рака. Список огромный. При этом глобальные цели остаются весьма амбициозными. В 2024 году Россия должна войти в пятерку стран-локомотивов мировой науки. Сделать это можно, только создав для ученых и наукоемкого бизнеса необходимые условия. Есть ли они в НОЦ? Давайте узнаем у начальника отдела сопровождения деятельности научно-образовательных центров Министерства образования и науки России Дмитрия Борисовича Ложкова. Здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Борисович, расскажите, пожалуйста, в целом о НОЦ, что это такое и когда появилась идея их создания? Планы по созданию целой сети научно-образовательных центров мирового уровня, они были обозначены еще в майском указе президента Российской Федерации Владимира Путина, в майском указе 2018 года. И стали одной из задач формировавшегося национального проекта «Наука», который впоследствии вот сейчас уже трансформировался в национальный проект «Наука и университеты». Согласно целям национального проекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования, разработки в областях, которые определены приоритетами научно-технологического развития страны. То есть должны быть созданы в том числе привлекательные условия для работы российских ученых, зарубежных ученых, привлечение молодых перспективных исследований, увеличение числа исследователей, увеличенные объемы затрат, которые идут на научные исследования и разработки. И вот через систему кооперации учреждений науки, вузов, организации реального сектора экономики. И должны выполняться технологические проекты в том числе высокого мирового уровня, которые должны создать новые точки экономического роста регионов, новые точки экономического роста страны и тем самым подтолкнуть, ускорить инновационное научно-технологическое развитие России. А как ознакомиться можно с деятельностью каждого из этих центров? Да, это возможно. Во-первых, в рамках политики министерства проекту НОЦов посвящен отдельный специализированный сайт. Он, так, собственно говоря, коротко и называется nots.rf, где можно посмотреть основные базовые сведения обо всех центрах. Там же публикуются новостные сообщения об их достижениях и результатах деятельности. В настоящее время министерство работает над тем, чтобы портал стал полноценной витриной проводимых исследований, получаемых центрами результатов. Соответственно, совсем скоро информация о НОЦ на сайте будет расширяться, дополняться. Можно будет не только ознакомиться с технологическими проектами, но найти партнеров для реализации совместных проектов. Кроме того, НОЦы являются достаточно медийными единицами сами по себе в своих регионах. Почти каждый из центров имеет собственный сайт. Отдельные центры ведут собственные страницы в социальных сетях, в Telegram, в Фейсбуке. Таким образом, возможность ознакомиться с результатами НОЦ и в целом комплексно на едином портале, и отдельно для каждого центра, она, безусловно, присутствует, и она достаточно широка. Что касается количества центров, то план предусматривает изначально формулировку о создании не менее 15 центров в нашей стране. Создание центров проходило поступательно. В 2019 году без
проведения конкурса была определена первая пятерка НОЦов. Это Белгородская, Кемеровская, Нижегородская области, Тюменская область совместно с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, первый межрегиональный центр, и Пермский край. Они стали пилотными регионами, в которых заработал еще в 2019 году проект НОЦ, и стали появляться первые результаты. В прошлом, в 2020 году, был проведен уже конкурсный отбор, в результате которого из 20 заявок, поступивших на рассмотрение, по решению Совета научно-образовательных центров были поддержаны 5 заявок. Это заявка НОЦ «Инженерия будущего», созданного в Поволжье по инициативе 5 регионов. Это Уральский межрегиональный центр, созданный по инициативе 3 регионов Уральского федерального округа. Это Арктический НОЦ в составе Архангельской области, Мурманской области и Ненецкого автономного округа. Это Тульский НОЦ и НОЦ Башкортостана, Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня. В этом году, вот совсем недавно, буквально месяц назад, завершился отбор еще 5 центров. К проекту присоединились НОЦ «Север», созданный на Дальнем Востоке, где основным инициатором является как раз Республика Саха-Якутия. НОЦ «Енисейская Сибирь», созданный по инициативе, в первую очередь, Красноярского края, но не только. НОЦ «Байкал», созданный в Иркутской области и Республике Бурятия. Южный научно-образовательный центр, созданный в Волгоградской области, Ростовской области и Краснодарском крае. И Крымский НОЦ «Море Агробиотех», созданный совместно Республикой Крым и городом Севастополь. Формат научно-образовательного центра, он позволяет объединять идеи, компетенции, возможности отдельных участников для реализации каких-то больших проектов, которые в одиночку создать и реализовать просто невозможно. Привлекая средства региональных бюджетов, привлекая внебюджетные средства, тем самым вот создавать те самые точки роста, о которых я говорил. Миноборнауки также ежегодно выделяет грант на поддержку проектов, которые реализуются в НОЦ. Так, в прошлом году каждый из центров первой пятерки получил по 144 миллиона рублей. В этом году уже 10 НОЦ получат, практически все уже получили грант в размере 128 миллионов рублей. И в следующем году гранты будут разыграны уже среди всех 15 центров, отобранных на настоящий момент. В том числе на основе специализированной шкалы оценки их деятельности, которую сейчас разрабатывает министерство. Таким образом, НОЦ является определенной формой консолидации ресурсов для достижения очень высоких целей развития регионов, страны в целом и для получения результатов научно-технологических проектов. А как проводятся конкурсы на создание научно-образовательных центров и что для этого нужно? Процедура, правила, требования к созданию центров, к конкурсу, они закреплены соответствующим постановлением правительства. Вот, номер 537 от 30 апреля 2019 года. Инициатором создания центра выступает субъект Российской Федерации, вот, в лице главы субъекта, который совместно с научной организацией, образовательной организацией, располагающейся на территории региона, с привлечением экспертов от индустрии, разрабатывают и утверждают программу деятельности центра, создают управляющие органы, наблюдательный совет, управляющий совет, какие-то комитеты, дополнительные координирующие органы по решению центра. И, собственно говоря, с этого момента начинается деятельность центра. На определенном этапе своего развития центр принимает решение о том, что реализуемая программа, достигаемые результаты
могут быть представлены на рассмотрение Совета научно-образовательных центров Миноборнауки России и в случае положительного и подает соответствующую заявку. Смысл этой заявки, суть этой заявки заключается в том, что программа комплексно анализируется по многоэтапной процедуре, начиная от неких формализованных критериев правильности оформления заявок, заканчивая глубокой сутевой экспертизой, содержания программы. В результате, по итогам, Совет принимает решение либо об одобрении программы и о том, что Центр может получать часть средств в виде федерального гранта, либо принимает решение о том, что программа требует дальнейшей доработки. Но даже такое решение не прекращает деятельность Центра. Еще раз повторюсь, Центр создается по решению субъекта, создается самостоятельно. Поэтому даже те центры, которые не прошли отбор Совета НОЦ, не получают федеральный грант, они вполне могут и с нашей точки зрения, наверное, должны продолжать работать, продолжать функционировать, развивать свои программы, развивать свои проекты. Это важно еще и потому, что, опять-таки, сейчас министерство совместно с специальной рабочей группой Совета НОЦ занимается разработкой единой шкалы оценки деятельности центров, которая в том числе будет предусматривать процедуру обновления, ротации числа тех центров, которые получают федеральную поддержку, то есть вошли в число лидеров данного проекта. И таким образом те центры, которые пока не вошли в состав вот этих 15 отобранных центров, смогут через 2-3 года предпринять очередную попытку для того, чтобы войти в число передовых центров, центров именно мирового уровня, и тем самым получать в том числе и средства федерального гранта на свое развитие. Спасибо. Дмитрий Борисович, а как молодому ученому стать частью одного из этих научных центров и получить грант на свои разработки? Здесь существует хороший вопрос. Здесь существуют разные, собственно говоря, подходы и разные методы. Наши центры, они реализуют проекты на фронтире науки, то есть это одни из наиболее ярких исследовательских, технологических проектов страны. И подключаться к ним, разумеется, мы приглашаем не только молодых ученых, но и опытных исследователей. Они тоже могут найти там, я уверен, что найдут точки приложения своих знаний и усилий. Здесь работает как территориальный принцип, так и тематический. По территориальному признаку инициативный ученый или группа ученых, инициативная группа, например, какая-то лаборатория, может обратиться и заявить о себе в проектный офис того центра, того НОЦ, который действует на территории либо проживания данного ученого, либо на территории деятельности лаборатории, которая представляет какого-то научного, проектного коллектива, который заявляет о таком интересе. Но если ученого или группа ученых интересуют исключительно проекты в какой-то определенной тематической научной сфере, какие-то определенные научные тематики, то такой ученый или такая группа ученых, они могут обратиться в конкретный НОЦ, где реализуются сходные, близкие проекты. И ученый может быть вовлечен как в текущие проекты, так и в новые проекты, может быть трудоустроен в одну из организаций участников НОЦ, или же привлечен к работам в качестве индивидуального исследователя. Дело в том, что идеология проекта НОЦ, она, безусловно, базируется на изначально некой региональной, территориальной составляющей, на инициативных заявках тех регионов, которые создают такие центры. Но при этом ограничений каких-либо то ни было на участие ученых из других регионов в работе такого центра, если они направлены, их работы, научные исследования направлены на соответствующие научные тематики, их не существует.
абсолютно спокойно ученый из Мурманска может работать в реализации проектов НОЦа в Якутии. Ученый из Сахалина может участвовать в реализации проектов, реализуемых в Крыму. Никаких ограничений для этого не существует. Отдельно стоит отметить, кстати, такую инициативу. В этом году министерство предложило, и это решение было реализовать ведущийся еще с 2019 года проект по созданию новых лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей среди как раз организаций участников НОЦ. Был организован сбор соответствующих заявок. Сейчас они проходят экспертизу научных тематик на площадке Российской академии наук. И по результатам этого мы планируем уже осенью объявить о создании как раз в рамках научно-образовательных центров, всех научно-образовательных центров, еще не менее 120 новых лабораторий. И даже если молодой исследователь пока не готов стать руководителем такой лаборатории, он может вполне быть частью команды, которая выполняет исследования мирового уровня. И в этом вопросе, опять-таки, НОЦ представляет очень хороший инструмент поддержки исследований как раз для молодых ученых. А может ли коммерческая организация стать спонсором НОЦ и развивать различные проекты, которые ей интересны? Является ли НОЦ неким мостом между бизнесом и наукой, или эта история шире? Нет, безусловно, это не просто можно говорить о том, что это мост. Это одно из основных направлений деятельности научно-образовательных центров. Привлечение индустрии, бизнеса к разработке технологических проектов. И, собственно, программы деятельности центров, как уже защищенные перед Советом, так и те, которые находятся в состоянии разработки или пока находятся в статусе неких таких региональных центров, они в первую очередь ориентированы на то, что проекты создаются и реализуются нельзя сказать, что заказу, но по инициативе, по предложениям как раз представителей индустрии. И сама идеология проекта НОЦ предполагает, что основную часть нагрузки, финансовые имеется в виду нагрузки, должна нести как раз индустрия, бизнес, которому научно-образовательный центр дает возможность реализовать свои задачи, свои цели в получении каких-то технологических разработок через привлечение соответствующих научных организаций, получении высококвалифицированных специалистов через обучение их в вузах соответствующего профиля. Поэтому говорить о том, может ли коммерческая организация быть участником НОЦ, да, может, и значительное их количество участвует. Собственно говоря, на портале НОЦ.РФ там представлены списки организаций участников центров. И из этих списков видно, что половину участников центров составляют как раз представители из индустрии и бизнеса. Поэтому эта смычка, эта связка, она в центрах очень важна, и она действует достаточно эффективно. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо большое. До свидания. Давайте узнаем, что происходит в стенах этих заведений, разбросанных по всей России, и как они помогают развиваться отечественной науке. Здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю вас за приглашение. ЦСР Северо-Запад уже 3-й год занимается тематикой НОЦ, сопровождая аналитикой Министерства науки и высшего образования. И на эту тему, поэтому всегда есть что рассказать. Спасибо вам за ваш вопрос. Созданные правительством Российской Федерации научно-образовательные центры мирового уровня, они по сути являются такими уникальными в своем роде административными конструкциями, но в хорошем смысле этого слова. Благодаря вовлечению первых лиц регионов, руководителей бизнеса, научных институтов, ректоров университетов, центры способны управлять масштабными такими научными инициативами, научно-техническими проектами. Как известно, именно масштаб и высокий уровень политических обязательств, которые дают руководители НОЦов, они важны для науки переднего края, которая обладает высокой степенью неопределенности и требует определенного доверия, чтобы
реализовать то, что намечено. Поэтому вот управление в НОЦ по большому счету сводится к формированию особых таких организационных административных условий, я бы сказал, политик административных условий, которые трудно было бы воссоздать без специальной поддержки сверху. Но есть и как бы вторая часть вашего вопроса про сотрудничество с университетами и другими организациями. Как бы в ответе на этот вопрос следует сказать, что вузы в большинстве своем являются ядром созданных НОЦ. В настоящее время 150 университетов вошло в состав участников утвержденных 15 центров. Это 26% от всего числа участников НОЦ. Но помимо количества, вузы, как правило, являются основными сборщиками научных, образовательных, технологических проектов. Их активная команда является мотором создания НОЦ. Из других участников следует отметить, что, вот, например, научных организаций 136 юридических лиц, от предприятий реального сектора 290. Поэтому университеты как бы являются очень важной частью деятельности НОЦ. Со всеми участниками работа ведется в заявительном порядке. Это означает, что в рамках основных направлений программы деятельности любая организация, соответствующая требованиям к участникам согласно 537 постановлению, может заявиться со своими проектами или мероприятиями. Наблюдательные и управляющие советы НОЦ рассмотрят их предложения и включат в состав программы. Другое дело, что есть несколько важных моментов. В частности, приветствуются сетевые проекты, которые задействуют ресурсы и компетенции нескольких участников НОЦ. Ведь мы все с вами понимаем, что если организация может реализовать и получить господдержку самостоятельно, то зачем не вступать в НОЦ? В НОЦ нужно входить с масштабными задачами, для реализации которых требуется усилий больше, чем от одной организации. Спасибо. А как данные центры, подобные ему, развивают молодые таланты? Чем помогают молодым? Да, спасибо за ваш второй вопрос. С одной стороны, первые НОЦ созданы не так давно, в 2019 году. За этот период немногие успели достичь каких-то ярких результатов. С другой стороны, при отборе НОЦ учитывались достижения, динамика роста их регионов за предыдущие 3 года. Поэтому даже самым молодым НОЦ уже удалось отдельные успехи своей работы показать. Проекты НОЦ запускают разные. От биотехнологий до горного дела, от климатических исследований до внедрения цифровых технологий и многое-многое другое. Я пока затрудняюсь назвать выдающиеся научные открытия НОЦ, говорить об этом явно преждевременно, но среди тех результатов научно-технологической работы, которую проделали центры, можно было бы отметить несколько из них. Ну, вот, в частности, в НОЦ Кузбасс я бы выделил разработку линейки инновационных изделий в области кардиологии, включая биопротез клапана сердца, биодеградируемые сосудистые протезы, малоинвазивные кардиоваскулярные изделия. В НОЦ техноплатформа, это Нижний Новгород, это разработка прототипа системы управления автономного беспилотного транспортного средства LCV-сегмента и геля для рук жидкие перчатки. Собственно, вот этот, вот, например, второй продукт, он поставляется не только в разные регионы России, но даже за рубеж в Южную Корею. В НОЦ рациональное природопользование Пермского края была разработана уникальная автоматизированная система деформационного мониторинга состояния зданий и сооружений. То есть есть определенный результат. Но я бы хотел отметить, что есть и отдельные исследования, которые привлекают наше внимание. Например, исследование технологий синтеза алмазов, которое была заявлена как раз центром Якутии, Российская Арктика, куда вошло много регионов, но Якутия является одним из инициаторов этого НОЦ. Или, например, разработка метанового гибрида для автомобилестроения в межрегиональном НОЦ «Инженерия будущего». Там это разработка, по сути, которая повлияет на рынок автомобилестроения в ближайшие 10-15 лет. Есть разработки стратегического назначения, например, в Туле, Тульском НОЦ, Тулатех, где разработаны комплексы тренажеров для подготовки специалистов сухопутных войск и ведутся разработки по совершенствованию реактивных снарядов к реактивным системам залпового огня нового поколения. В общем, разнообразие достаточно большое у проектов. Насколько прорывными с научной точки зрения будет каждый из них, для этого потребуется какое-то время на оценку.
Спасибо за ответы. До свидания. Спасибо. Научно-образовательные центры пришли и на Дальний Восток. Плацдармом их развития стала в том числе и наша Якутия. Не так давно 5 научно-образовательных центров были объявлены победителями Всероссийского отбора и теперь могут претендовать на гранты из федерального бюджета. Среди победителей и НОЦ «Север» – территория устойчивого развития. Узнаем подробности о центре «Север» у президента Академии наук Якутии Василия Васильевича Филиппова. Здравствуйте, Василий Васильевич. Здравствуйте, уважаемые телезрители программы «Якутия-24». Я выражаю признательность за внимание вашей программы вопросу научно-образовательных центров и нашему НОЦу «Север». Расскажите, пожалуйста, про центр «Север». Какая главная цель его создания и какие задачи он выполняет? НОЦ «Север» с территории устойчивого развития был образован и создан указом главы Республики Саха-Якутия от 16 сентября 2019 года. Главная цель этого создания такого центра – это интеграция потенциала научных организаций, организаций высшего образования с предприятиями реального сектора экономики для решения тех глобальных вызовов, с которыми сталкивается арктическая территория, северо-восток Российской Федерации. Основные вызовы и риски, каковы они? Я считаю, что самыми главными вызовами являются следующие. Изменение климата и деградация климата, дефицит экологичных технологий, низкая продолжительность и качество жизни жителей арктических районов этого макрорегиона. Дефицит технологий глубокой переработки минерального сырья. Ну и, наконец, необходимость наращивания минерально-сырьевой базы. Это я говорил о целях. А главная задача, она одна. Это обеспечение научно-технологического развития страны и конкретно нашего региона. НОЦ «Север» акцентирует работу на реализацию технологических проектов по 5 направлениям. Подчеркиваю, технологических проектов. Главная цель НОЦ – это поддержка и помощь, внедрение разработок ученых в реальный сектор экономики. Поэтому во главе угла ставится производство и внедрение новых технологий. И вот в связи с этим нами предлагается 5 главных направлений научно-образовательных центров в нашей программе. Это энергообеспечение, новые энергоносители, рациональное природопользование в кредитозоне, это технологии хозяйственной деятельности в кредитозоне и новые материалы, биотехнологии, медицина и здравоохранение в Арктике. Ну и, наконец, технологии обеспечения социальной стабильности на северо-востоке России. НОЦ «Север» имеет межрегиональный статус. Если мы в 2020 году подавали проект среди 20 программ, проектов на грант, на федеральный грант, мы подавали его в едином лице, как инициатор выступала только Республика Саха-Якутия. Мы ушли уроки прошлого, и в этом году, статус подняли до межрегионального, и соинициаторами проектов явились Республика Саха-Якутия, Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край и Чукотский автономный округ. 9 июля 2021 года, вот нынче летом, решением Совета НОЦ Минобрнауки Российской Федерации мы вышли в 5 программ победителей федерального гранта, где участвовало в конкурсе 13 проектов программ. Это большая победа, но и огромная ответственность нам теперь предстоит. Большая, серьезная, я надеюсь, конструктивная и дружная работа. А какая научная специализация у центра «Север»? Необходимость реализации всех 5 направлений деятельности предполагает
работу по 9 научно-технологическим проектам. Выбраны наиболее эффективные, наиболее четко отвечающие интересам индустриальных партнеров проекты. И надо сказать о том, что ведь эти проекты приносят не только пользу и отвечают востребованности индустриальных центров, но и прежде всего направлены на то, чтобы через индустриальных центров дать максимальный эффект в развитии регионов, и об этом я подчеркиваю второй раз. Научно-образовательный потенциал участников НОЦ складывался в течение многих лет и специализируется в сложившихся темах, отражающих природно-климатические, социально-экономические, духовно-культурные и ресурсные особенности региона. Всего участвуют 23 научных организации, 27 организаций высшего образования, несколько десятков компаний реального сектора экономики. При этом особый статус программы НОЦ дает участие признанных в мире научных учреждений Сибирского и Дальневосточного региональных отделений РАН. Наиболее важными задачами по внедрению научно-исследовательских разработок являются материаловедение, междатоведение, геология, биотехнологии и, конечно же, языкознание. Особое внимание уделяется выявлению закономерностей природных процессов, поиску и добыче полезных ископаемых, работоспособности сложных технических систем, технологического перевооружения всех отраслей экономики и социальной сферы. Тут же надо и подчеркнуть, что особую значимость мы также уделяем и здоровое сбережение, охране, увеличению продолжительности жизни людей через медицинские технологии, через медицинскую тематику. Василий Васильевич, а какие уже есть идеи и проекты у Центра «Север», которые помогут развитию региона в целом и Арктики? Какие интересные научные достижения нас ждут? Все проекты НОЦ «Север» направлены на развитие регионов-инициаторов, на выполнение, на повышение качества жизни северян. Мы уверены в том, что развитие регионов невозможно без существенной модернизации материально-технической базы научно-образовательных учреждений, подготовки востребованных реальным сектором экономики кадров, омоложения научных коллективов. Предполагается создание до 2024 года 91 передовой технологии. Из них 10 ориентированы на серийное производство. Будет получено 140 патентов на изобретение. Увеличится доля малого и среднего предпринимательства на рынке практических разработок. Очень важное внимание уделено инфраструктурным проектам. И на этой базе мы получим существенное продвижение потенциала учреждений науки и высшего образования. Планируется создать 14 объектов уникальной научной структуры коллективного пользования. Например, проект создания криохранилища семян растений в критозоне предполагает формирование резервного криохранилища семян сельскохозяйственных и полезных дикорастущих видов растений, толще многолетних мерзлых пород в целях обеспечения продовольственной и экологической безопасности России на основе разработанных, уникальных, не имеющих аналогов в мире технологий. Причем технологий длительного хранения семян с использованием только естественного холода. Кстати, этот объект будет не просто, скажем, регионального, федерального, но и международного уровня. Будут созданы такие крупные объекты, как Всемирный центр «Мамонт», испытательный полигон для техники материалов и материалов в Арктике, центр сертификации минерального сырья, арктический центр этноса и искусств. Предусмотрено строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского института Северо-Восточного федерального университета с виварием, строительство ряда
социальных объектов. Предполагается увеличение к 2024 году доли молодых исследователей до 51%. Произойдет реализация программ академической мобильности и будет проведена работа по ряду международных крупных проектов. Развитие инфраструктуры научно-образовательного комплекса безусловно приведет и принесет такой эффект, как получение нашими учеными результатов самого высокого мирового уровня. Как научно-образовательным центрам не замыкаться внутри региона и привлекать специалистов со всей страны? Во-первых, по своей природе, как межрегиональный НОЦ, мы не являемся замкнутой инфраструктурой. Ведь в инициаторов 5 субъектов северо-востока России вовлечены в сферу регионов деятельности не только потенциал 5 регионов инициаторов, вовлечены по ряду проектов такие учреждения, как Московский государственный университет имени Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Баумана, Институт катализа-сибирского отделения РАН, Институт геологии и минералогии сибирского отделения РАН, Институт теоретической и прикладной механики сибирского отделения РАН, ФГУН, ФИЦ, комплексного изучения Арктики имени Лаверова Уральского отделения РАН, Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Вавилова. Вот это учреждение, которое я назвал последним, перечислил, это учреждение главным образом будет направлено на организацию работ по креххранилищу семян в городе Якутске. Исключительно важными для успеха является участие крупных технологических проектов. Я назову часть из них. Это действительно трансатлантические компании, это трансконтинентальные компании, компании действительно мирового уровня, но и уровня не ниже федеральных ведущих компаний. Например, от Республики Саха-Якутия согласие участвовать в проекте НОС дали компания «Алроса», компания «Колмар», Саха-Транснефтегаз, Атомретмедзолото, это структура Росатома, ПАО «Якутскэнерго» и другие. От Камчатского края это группа компаний «Золото Камчатки», ГОК «Аметистовая», ГОК «Агинский», ГОК «Кумром» и другие. От Магаданской области ведущие горнодобывающие компании, такие как «Полюс Магадан», акционерное общество «Серебро Магадана», «Тусуман Золото». От Сахалинской области согласие мы получили от ПАО НК национальной компании «Роснефть». Вы знаете, что на месторождениях Сахалин-1 и Сахалин-2 эта компания является ведущим разработчиком месторождений. ПАО «Газпром», структуры международных консорциумов, работающих там, где это ExxonMobil, Sodexo, Shell и другие. От Чукотского автономного округа Чукотская горно-геологическая компания дала согласие, концерн «Росэнергоатом», Белинская атомная электростанция, Чукотэнерго и другие. Так что никакого замыкания внутри региона нет. Как и требуют требования в программе, наша программа является интегрирующей, координирующей и, самое главное, объединяющей производственный и научно-технологический потенциал всех 5 регионов. А с кем вы уже сотрудничаете сейчас? Есть ли международное сотрудничество, обмен опытом? Через научно-образовательные учреждения, которые являются участниками НОТ, индустриальных партнеров, мы сотрудничаем сегодня с тем перечнем учреждений компаний, о которых говорилось выше. Сегодня результаты исследований научных институтов и университетов не могут быть востребованы реальным сектором экономики без должного уровня взаимодействия. И именно идея создания в стране НОЦ предполагает содействие углублению этой интеграции. Сегодня имеется более 70 совместных проектов с зарубежными научными учреждениями.
участвуем и планируем участвовать в международных форумах. Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Экспо, отраслевых международных выставках по направлениям технологических проектов. Увеличиваются также обмены, студенческие обменные проекты и стажировки молодых ученых. По всем 5 направлениям, мы их еще называем кластерами, определены основные зарубежные партнеры. Я назову только основных по каждому кластеру. Кластер энергообеспечения и новых энергоносителей – это Дрезденский технический университет Германии. По кластеру рационального природопользования в кредитозоне планируется научная коллаборация с признанными мировыми центрами изучения Арктики, университетом Аляски и Хоккайдо, Японии, Аляска, Соединенные Штаты. Кластер технологий хозяйственной деятельности в кредитозоне и новых материалов. Здесь идет активное сотрудничество, оно будет продолжаться с Норвежским университетом науки и технологий. По кластеру биотехнологий, медицины и здравоохранения в Арктике основной международный партнер определен – это Колумбийский университет. Именно его медицинский центр Ирвинга, Соединенные Штаты Америки. Таким образом, мы можем четко сказать, что сейчас нет недостатков в сотрудничестве. Другое дело, нам надо их актуализировать, активизировать и направить в необходимое русло для того, чтобы достичь целей и задач научно-образовательного центра. Спасибо. Спасибо за внимание. Всего доброго. Мы с вами узнали, что Центр «Север» – это важный научный объект не только для Якутии, но и для всей России, который послужит укреплению научного потенциала в нашей республике и даст толчок развитию наукоемкого бизнеса. Все в современном мире тесно связано. Пересечение разных сфер и областей делает наше общество глобальным. Также и наука переплетается с экономикой, с медиа, с общественными процессами. И именно поэтому так важно заниматься популяризацией науки, открывать ее для мира, помогать разработкам выходить на рынок, делать науку полезной и прибыльной. От научного прогресса зависит ни много ни мало судьба человечества. Именно поэтому создание и развитие научно-образовательных центров – это вклад в будущее. С вами была программа «Якутия Лайф. Эксперты о главном» и я, ее ведущая Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.